Современная библиотека образовательной организации будет проходить в прямом эфире. Все свои вопросы, пожелания, предложения можно записывать в чате. А начать мне хочется с самого приятного и волнительного, наверное, момента. Поздравить всех сотрудников школьных библиотек с замечательным праздником. Вчера, 27 числа, был Общероссийский день библиотек. Книги окружают нас всю жизнь и являются маленькими лучиками большого света знаний. В книгах целый мир. И это, как никто другой, знаете вы, наши уважаемые библиотекари. От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. Во Всероссийский день библиотек желаем, чтобы храм знаний и интересных открытий никогда не утратил популярности, чтобы книги по-прежнему оставались для всех верным и надежным источником добра и света, чтобы в библиотеке человек всегда смог найти ответ на любой вопрос, открыть дверь в чудесную страну или погрузиться в фантастический мир волшебства. Каждому из вас мы желаем творческих успехов, счастья, душевной радости, а самое главное, благодарных читателей. Пусть ваша работа всегда будет увлекательной и захватывающей. Спасибо вам, наши замечательные, прекрасные, милые дамы, сотрудники школьных библиотек. И, насколько мне известно, у нас есть мужчина, библиотекарь. Я думаю, что о нем мы с вами узнаем после проведения мониторинга. Дорогие наши, от приятного момента хочу перейти к более серьезным темам нашего семинара. Тема, которую мы затронули, очень волнительная и беспокоит очень многих. Тема роли школьной библиотеки в реализации федеральных государственных образовательных стандартов наверняка вы читали, знаете, но сегодня об этом расскажет нам Наталья Николаевна Исаева, это заведующий Центром развития общего образования, социализации, воспитания личности. О конкурсном движении нам сегодня расскажет Манзадей Ольга Александровна, заведующий школьным информационно-библиотечным центром уже села Усть-Уса. Дальше по основам информационной культуры, как познавательного обучающего курса занятий для школьников, нам расскажет сегодня Нина Ивановна Мамонова, библиотекарь школы номер 10 города Инты. Ну и о формировании плана работы на следующий учебный год расскажу вам я, Рочева Елена Владимировна, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Итак, слово хочу предоставить Наталье Николаевне. Она расскажет нам о роли школьной библиотеки, школьного информационного библиотечного центра в реализации государственных образовательных стандартов. Наталья Николаевна с нами на связи. Слышно, да. Библиотек, и, собственно, это то место, где всегда изначально собиралось общество, и, собственно, именно библиотеки были неким центром сосредоточения не только читающих людей, но и мыслящих, думающих. И все вы прекрасно помните, что самое ценное, самое важное, что всегда хранили еще начиная с древних времен, это, собственно, библиотеки. К сожалению, я сегодня нахожусь удаленно, работаю дома, но, тем не менее, действительно, семинар очень важный, и современная библиотека образовательной организации, то, как была заявлена Еленой Владимировной тема, я бы даже сказала, что современная библиотека в современной образовательной организации, потому что действительно на вас сейчас лежит колоссальная ответственность, и на вас возложены, не побоюсь этого слова, колоссальные, опять-таки же, надежды многих участников образовательного процесса. И действительно, начиная с 2010 года, школьные библиотеки в
вливаются очень активно в процесс реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Я позволю лишь себе несколько моментов напомнить, потому что вы все, как правильно Елена Владимировна сказала, вы уже про это читали, вы уже про это знаете, что федеральный закон об образовании в Российской Федерации нам вносит определенные коррективы нашей деятельности, он устанавливает, какие должны быть ресурсы образовательной организации. Видите, что там прописаны печатные, электронные ресурсы. Представлены, презентация будет доступна, поэтому я и так вот сейчас пролистаю. Но должны быть представлены учебники, должны быть представлены, причем как в печатном, так и в электронном виде, должна быть представлена различная литература, образовательная организация. Вот здесь вот подчеркнуто, может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, библиотеки. И как мы с вами уже говорили, в прошлом году Елена Владимировна уже озвучивала эту тему, и мы с вами неоднократно обсуждали, мы проводили мониторинг, то, о чем опять-таки Елена Владимировна так анонсировала немножечко, мониторинг этого года. По мониторингу прошлого года мы, к своему удивлению, выявили, что не все образовательные организации Республики Коми имеют свои библиотеки. Для нас это было удивительно, но тем не менее это факт. И удивительно почему? Потому что действительно без учебников, каким образом, без учебной литературы, без сопровождения библиотеки, каким образом вообще реализуется образовательная программа. Но тем не менее, видите, законодатель оставил на усмотрение образовательной организации иметь или не иметь в своей структуре библиотеки. Но, тем не менее, у нас есть обязанности и ответственности образовательных организаций. Ну, вот к компетенциям образовательных организаций относится определение списка учебников, учебных пособий, по которым реализуются, и при этом у обучающихся и их родителей, законных представителей есть права пользоваться библиотечными информационными ресурсами, учебной, производственной и так далее базами, и всей имеющейся литературой, и всем имеющимся материально-техническим обеспечением, которым владеет библиотека. Учебный фонд школьной библиотеки, согласно закону об образовании, включает в себя, вы видите, учебники, учебно-методическую литературу. Вы все это прекрасно знаете, поэтому я буквально, чтобы не тратить ваше время, пробегусь. Ну и материалы по всем учебным предметам основной образовательной программы общего образования. То есть того уровня образования, который реализует ваша образовательная организация, будь то начальное, общее, основное, либо среднее, общее. Ну, вы видите, что у вас там должны быть такие-то, такие-то фонды, это и DVD, и базы данных, и интернет. И в этой связи очень удивительно для нас, опять-таки же было, но в данном случае удивительно с отрицательным знаком, с знаком минус, что, к сожалению, в 21 век, в эпоху цифровизации и, собственно, глобальной информатизации, мы говорим о формировании информационно-коммуникационной среды, которая является одним из требований для того, чтобы Россия вошла в десятку стран-лидеров по качеству образования. Но, к сожалению, опять-таки же, мы выявили мониторингом прошлого года, что не все образовательные организации или не все библиотеки образовательных организаций имеют доступ в интернет, имеют рабочее место для организации выхода в интернет обучающимся. Надеюсь, что мониторинг этого года нам продемонстрирует некую положительную, позитивную динамику, но тем не менее. Коллеги, здесь я пролистаю и лишь скажу, что, переходя уже непосредственно к федеральным государственным образовательным стандартам, хочу сказать, что вот в стандартах прописано, каким образом должна быть укомплектована ваша школьная библиотека. И тут мы опять-таки же слышим вашу боль о том, что не хватает литературы, не хватает художественной литературы, не хватает научно-популярной справочной литературы. Мы также видим и благодарны видим работу и благодарны Национальной библиотеке Республики Коми за то, что она организует акции сбора книг и передает их в пользование библиотек образовательных организаций. Но тем не менее, коллеги, глобальной целью образования сегодня становится формирование готовности учащегося к жизни в быстро меняющемся мире, поликультурном обществе, развивающемся обществе знаний.
И образование в широком смысле рассматривается как некое инвестирование в развитие общества. В этой связи очень важно научить обучающихся поиску информации, а как мы это сделаем, кроме как при помощи вас и при вашем непосредственном участии. Соответственно, как мы говорим, новая система образования ориентируется не только на усвоение учащимися универсальных знаний, умений, навыков, компетенций, но она должна способствовать творческому развитию обучающихся. И вот здесь как таки мы говорим о как раз-таки вашем большом влиянии. Во всех странах мира отмечается возрастающая роль школьных библиотек. На первый план выходит не обслуживающая, то как раньше, книговыдача, а именно творческая, креативная, интегрирующая роль библиотеки. То есть школьник на уроке в кабинете учителя-предметника видит мир под углом вот именно конкретного предмета. А библиотека способна раскрыть ребенку целостную картину мира. Почему я свое выступление именно и начала со слов, что в ваших руках теперь колоссальное в ваших руках колоссальное орудие есть, но на ваших плечах лежит таки колоссальная ответственность. Потому что тогда помочь ребенку, и педагогу-предметнику, и родителям, законным представителям, то есть всем участникам образовательного процесса создать вот эту целостную картину мира, опять-таки же это ваша теперь уже получается компетенция. И фактически вот введение нового стандарта образования способствовало модернизации, или, скажем, правильно, наверное, будет сказать, должно было способствовать модернизации школьных библиотек. Так как в стандарте, насколько вы помните, сделан акцент на уклад современной школы. Так, например, в разделе в ГОС-24 «Материально-технические условия реализации основной образовательной программы» говорится, что материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечиваться доступом к школьной библиотеке, к информационным ресурсам интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов и так далее, то, о чем мы вам говорили. Но, кроме этого, говорится о том, что результатов творческой и научно-исследовательской проектной деятельности учащихся. То есть вы теперь, то есть школьная библиотека, аккумулируете все результаты проектной деятельности ваших обучающихся также у себя в библиотеках. И важно, что в образовательных стандартах также предусмотрена ответственность органов исполнительной власти и руководства образовательной организации за школьные библиотеки и качество оснащения школьных библиотек. Таким образом, мы говорим о том, что современная школьная библиотека и ее квалифицированные специалисты, а мониторинг, опять-таки же, прошлого года показал, что вы, коллеги, несмотря на то, что работаете на четверть ставки, на 0,5 ставки, выкладываетесь в своей работе не на 100%, не на 150%, а на все 200%. И тот результат, который вы показываете вот на протяжении уже, как мы с Еленой Владимировной работаем, почти 2 лет, он действительно поражает и удивляет вашей целеустремленностью и вашей работоспособностью, наверное, скажем так. Насколько вы помните, современная школьная библиотека то есть является гарантом реализации федеральных государственных образовательных стандартов и важным инструментом их внедрения, как я уже говорила. В данном случае принципиально новое – это включение в обязательную часть учебного плана, который является одним из разделов основной образовательной программы. Это внеурочная деятельность, и схема представлена на слайде. В этой связи специалист библиотеки может и должен организовать внеурочную деятельность обучающихся. Для этого необходимо создать в школьной библиотеке следующие условия. Во-первых, эта библиотека должна быть информационным центром с компьютерами и сложными программами. И здесь я прям вот слышу ваш скепсис, что о чем мы говорим, если у нас не везде есть интернет. Но тем не менее, коллеги, даже, опять-таки же удивительно, но даже библиотеки, где не представлено, нет возможности выхода в интернет, представляют колоссальные результаты проектной деятельности в своей образовательной организации. И кроме того, опять-таки же федеральные государственные образовательные стандарты делают огромный упор на совместную деятельность учителя, библиотеки
и учителя, и сотрудника школьной библиотеки на базе именно библиотеки. Школьные библиотеки занимают важное место в становлении информационной компетентности обучающихся, а также содействуют развитию навыков непрерывного образования школьников методом обучения их информационно-поисковой деятельности. Во время информационных технологий необходима не просто передача библиографических знаний, а формирование информационной компетентности учащихся. Это, например, навыки использования различных способов поиска информации, умение анализировать, оценивать, перерабатывать, структурировать текст, умение использовать современные информационные технологии. И фактически, к сожалению, мы говорим о том, что ни на одном совещании мы говорим, что наши коллеги не умеют пользоваться, не умеют искать информацию. Коллеги, пожалуйста, не листайте презентацию. Спасибо. Мы говорим о том, что наши обучающиеся не умеют обрабатывать информацию, не умеют работать с различными источниками данных, правильно подбирать материал, учить читать, не умеют выбирать из различных источников знаний, необходимые при подготовке к урокам, необходимые даже для ответа на вопрос по конкретному заданию. Та самая функциональная грамотность, о которой мы говорим на совещаниях всех уровней, начиная с федерального и заканчивая, я надеюсь, школьным, то есть уровнем образовательной организации. И, соответственно, коллеги, именно на вас лежит, повторю в третий раз уже за сегодня, ответственность помочь нашим детям и помочь учителям научиться читать, научиться вдумчиво читать и подбирать информацию. Таким образом, мы говорим о том, что в современных условиях информационного и культурного разрыва школьная библиотека способна компенсировать издержки среды и стать для наших детей своеобразной духовной скорой помощью и аптекой для души с опорой на принципы ВГОС. В полной мере реализовать поставленные перед образованием задачи по духовно-нравственному воспитанию обучающихся посредством различных методов работы, которые вы демонстрируете, которые вы проявляете, и по средствам различных видов деятельности. Конкурсы, которые проводила Елена Владимировна в этом году, в этом учебном году, показал, что действительно потенциал ваш велик и многогранен. То есть, смотрите, основное, что требует от вас в ГОС, это не только и не столько уже книговыдача, но грамотно помочь ребенку найти, проанализировать информацию, отобрать информацию и грамотно ее представить. То есть вы у нас от библиотекаря переходите в статус педагога-библиотекаря. Каким образом это решается на уровне образовательной организации, мы с вами поговорим в следующем семинаре, когда получим разъяснение от представителей Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми по этому вопросу. Потому что, опять-таки же, основная ваша боль, и в ряде случаев возникали вопросы, почему моя должность звучит как библиотекарь, почему я должен реализовывать в ГОС. На это я вам могу ответить следующее, что если мы откроем квалификационный справочник, там звучит должность библиотекарь, работник библиотеки, и дальше уже идет непосредственно разбивка по должностям. Так вот, в квалификационный справочник данной должности 2018 года уже введен такой функционал, как проектная творческая деятельность, сопровождение образовательной деятельности образовательной организации. То есть в том числе и привлечение вас к неурочной деятельности. И в этой связи, заканчивая, коллеги, хочу еще обратить ваше внимание на один такой момент. С конца, наверное, все вы слышали выступление нашего президента перед федеральным посланием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, где Владимир Владимирович высказал
недоумение по поводу того, какими учебниками пользуются наши педагоги. И в этой связи, опять-таки же, коллеги, у меня к вам будет убедительная просьба обратить особое внимание на документ, который называется «Федеральный перечень учебников». Федеральный перечень учебников у нас с вами был утвержден в декабре 2020 года. Но проверка образовательных программ, образовательных организаций показала, что ряд рабочих программ, учебных предметов опираются на учебные материалы и учебники тех авторов, которые не вошли в федеральный перечень учебников. При этом, коллеги, что самое удивительное, это учебники 2019-2020 года. Я понимаю, что, как правило, происходит следующим образом. Учитель-предметник приходит к вам, когда возникает необходимость заказывать литературу, приходит к вам уже с определенными авторами, с определенными УМК. Коллеги, убедительная просьба. Не сомневаюсь ни в коем случае в профессионализме наших педагогов, но тем не менее, проверьте, пожалуйста, входит ли тот УМК, который заказывает у вас педагог, в федеральный перечень учебников, утвержденный на 2021-2022 учебный год. Потому что, к сожалению, повторюсь, у нас на федеральном уровне выявлена, и эта проблема федеральными экспертами выявлена на территории Республики Коми не по одному предмету и вынесена на федеральный уровень. Наверное, вот так вот несколько сумбурно, но тем не менее попыталась озвучить основные требования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и высказать свою просьбу, обращенную к вам, потому что действительно очень большая ответственность сейчас лежит на нас с вами за то, какое поколение мы вырастим. А не читая, очень сложно сформировать целостную, развитую личность. Еще раз поздравляю вас с наступившим праздником. Желаю вам творческих отпусков, набраться сил и с 1 сентября приступить к реализации новых планов, развиваться профессионально и всего доброго. Если возникают какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Елена Владимировна, вам слово. Наталья Николаевна, спасибо за предоставленную информацию. Я думаю, наши сотрудники библиотек обратят внимание на все ваши предложения, замечания, о которых вы сегодня сказали. Мы продолжим наш семинар, и, как я говорила, у нас сегодня практическая деятельность, мы подводим итоги учебного года. Почему больше говорим о практике? Потому что это тоже один из моментов, которые озвучивали наши сотрудники школьных библиотек. То, что всех интересует и волнует, это практическая деятельность, примеры того, что вы делаете, помощь друг другу. Итак, сейчас у нас на связи Мамонова Нина Ивановна. Мы поменяем местами немножко выступление. Мамонова Нина Ивановна, библиотека средней образовательной школы номер 10 города Инты, победитель республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека» 2013, 2019, 2020 года. Нам очень приятно, что человек с опытом работы очень активно участвует и занимает призовые места. Но сегодня совсем не об этом. Нина Ивановна еще и очень прекрасный методист, мастер своего дела. На сегодняшний день одной из приоритетных задач современного образования и деятельности школьной библиотеки является формирование информационной культуры личности. Школьная библиотека занимает важное место в становлении информационной компетентности учащихся, а также содействует развитию непрерывного образования школьников методом обучения их информационно-поисковой деятельности. Вот об этом Нина Ивановна нам сегодня расскажет, так как она является автором методических рекомендаций по проведению таких занятий
на базе своей школы. Насколько мне известно, этими методическими рекомендациями пользуются несколько сотрудников школьных библиотек нашей республики. Нина Ивановна, я попрошу вас подключиться к нам, выйти в эфир. Мы даем вам слово. Расскажите, каким образом вы проводите занятия по информационной культуре школьника, чем вы пользуетесь. Ну и приятный момент для нас сегодня – это видеосюжет, который подготовила Нина Ивановна со своими ребятами. Нина Ивановна, приглашаем вас в эфир. Как мне ее найти? Нина Ивановна, добрый день. Добрый. Включите, пожалуйста, микрофон, чтобы мы вас слышали. Да. Вас не слышно, да, сделайте так, чтобы вас было слышно. Угу. Мы очень рады видеть Нину Ивановну вновь у нас в эфире. Добрый день. Нина Ивановна, нету звука. Нет, да, сделайте что-нибудь еще. Очень рада. Нина Ивановна представит нам сегодня... Нам подсказывают наши администраторы, там, где шестеренок, посмотрите, пожалуйста, подключение микрофона. Угу. Выберите, пожалуйста, которым будете пользоваться вы. Нина Ивановна проводит в своей школе очень интересное занятие, называется «Почемучки». Ребята начальных классов изучают, да, именно изучают информационную культуру школьника. К чему это приводит и как это происходит? Нина Ивановна готова сегодня поделиться с нами своим опытом. Так, пока Нина Ивановна готовит микрофон, я предлагаю вам посмотреть видеоролик, который подготовлен сегодня о клубе почемучек. Добрый день! Сегодня с вами ученики 4 Б класса, члены клуба «Почемучка» Донец Михаил и Елизавета Смотрина. В течение учебного года на занятиях клуба в школьной библиотеке мы осваивали курс «Основы информационной культуры школьника». Мы познакомились с такими понятиями, как информация, виды информации, носители информации, анализ и синтез информации, первичные и вторичные документы, свертывание и развертывание информации. Мы узнали, что существует адресный, фактографический и тематический поиск информации. Изучили алгоритм информационного поиска. Мы научились пользоваться поисковыми системами школьной библиотеки и интернет. Изучив алгоритм работы с информацией, мы научились находить ее, преобразовывать и превращать в знания. Мы изучили основные приемы интеллектуальной работы с текстами. Каждое занятие сопровождалось игровыми моментами. Для закрепления полученных знаний после каждой темы мы проходили тесты. Для лучшего запоминания полученной информации мы создавали интеллект-карты. Интеллект-карты – информация. Интеллект-карта – виды поиска информации. Интеллект-карта Республика Коми. Интеллект-карта город Инта. Таким образом, у нас сформировались первоначальные навыки работы с информацией, которые мы использовали в своей исследовательской и проектной деятельности. Профессор-нейролингвист Татьяна Черниговская отметила, чтобы информация стала знанием, нужна работа. В связи с этим заключительным этапом нашего обучения информационной культуре стала реализация проекта «Коми край неповторим».
посвященного столетнему юбилею нашей любимой республики. Самое главное в информационном проекте – это работа с информацией. Сегодня умение работать с информацией – главная составляющая культуры личности современного человека. Вот где нам пригодились уроки информационной культуры. Работа над проблемным вопросом. Какие интересные факты о Республике Коми вы знаете? Мы прошли все этапы проектирования. В процессе сбора, оформления и представления информации участники проекта создали в библиотеке информационную выставку «Конструктор панно», которая состоит из следующих составляющих. Книжная выставка. На выставке представлены лучшие книги об истории Коми, городах Коми, культуре Коми. Художественное панно. Его коллективно конструировали и наполняли интересными фактами о Коми все участники проекта. Центральное место на художественном панно занимает голубое небо, по которому плывут облачка. Учащиеся свою исследовательскую находку оформляют в виде информационного шаблона облачка на компьютере, где указывают название факта и картинку и наклеивают на панно. Позднее информация на шаблонах будет использована для создания сайта «100 лет Республики Коми». Фотоколлаж «Наши добрые дела». Реализуя проект, его участники размещали на панно свои фотографии, подтверждающие конкретные добрые дела класса или отдельного человека. За каждое доброе дело цветок. В ходе реализации проекта ребята вырастили дерево добрых дел. Панно сопровождает выставка драгоценных камней, которые находятся на территории Инты. Также панно сопровождает выставка творческих работ участников проекта. Сегодня почемучки активно готовятся к встрече юбилея нашей республики. Незаметно школьная библиотека превратилась в центр детского творчества. Здесь собраны детские работы учащихся всей школы, выполненные в разной технологии. Это пейзаж, коллаж, витраж, пластилиновое рисование, работы из соляного теста, выжигание, представлены целые композиции. Работа в клубе нас сплотила и организовала. Сегодня члены клуба «Почемучка» активно участвуют в конкурсах, занимают призовые места. На денежные призы приобретены для библиотеки офисная техника и модульная мебель. Опыт клуба «Почемучка» достойно представлен на федеральном, региональном и муниципальном уровне в сети интернет. О нем рассказывает школьная газета «Зеркало», городская газета «Искра», сайт школы, страница библиотека школы.
хотите узнать, как с пользой проводить время? Вы хотите, чтобы ваше общение стало разнообразным, а досуг увлекательным и познавательным? Приходите к нам в клуб «Почемучка». Спасибо за внимание! Никак не получается. Очень было приятно вас услышать, но вот, к сожалению, время у нас немножко... Если у вас получится подключиться к нам со звуком, мы будем очень рады. Вам большое спасибо, преогромное за такую кропотливую работу. На самом деле организовать ребят, узнавать что-то новое интересное, это очень важно и полезно. И у нас с вами, Нина Ивановна, если получится, мы будем очень рады вас услышать. Не уходите, пробуйте что-то сделать. Мы вас хотели услышать, увидели вас, мы очень рады. Мы продолжим пример работы сотрудников школьных библиотек и информационно-библиотечных центров. У нас на связи сейчас Манзаде Ольга Александровна, это у нас Усть-Уса, заведующий школьным информационно-библиотечным центром средней общеобразовательной школы. Смею отметить, что активность этого человека очень интересна в каком плане. Ольге Александровне интересно все, звонит, спрашивает, интересуется и делает то, что может. Мы сегодня с вами послушаем, каким образом участие в конкурсном движении помогло Ольге Александровне добиться таких успехов. Начать со школьной библиотеки, и вот на данный момент это уже центр, и что там творится. Ольга Александровна, подключайтесь, вам слово. Мы вас видим, выходите в эфир. Да, вас слышно, пожалуйста. Поздравляю Здравствуйте еще раз, поздравляю с прошедшим профессиональным праздником, Общероссийским днем библиотек. Сказать о том, как мы, участвуя в профессиональных конкурсах, обновляем материально-техническую базу школьной библиотеки, а теперь уже и ШИБЦ. С октября 2020 года наша школьная библиотека получила новый статус и стала школьным информационно-библиотечным центром, так как время двигается вперед, обновились формы деятельности школьной библиотеки. Вообще началось все с того, что в 2019 году школьная библиотека стала участником муниципального конкурса «Лучшая школьная библиотека». Мы заняли 3-е место и получили нашу первую награду в размере 25 тысяч рублей. И на эти деньги приобрели очень красивые и хорошие книги, чему были очень рады. И при формировании, конечно же, заявки мы учитывали пожелания учащихся. В том же году мы решили поучаствовать в республиканском конкурсе в номинации «Школьная библиотека», чтобы привлечь денежные средства для оснащения материально-технической базы, и уже выиграли 60 тысяч рублей. И на эти деньги мы обновили мебель в библиотеке, приобрели новые столы для читателей, кафедру для библиотекаря, купили многофункциональные устройства, принтер, сканер, ксерокс, все в одном аппарате, и немного обновили книжный фонд. Вот. А одним из шагов к открытию информационно-библиотечного центра стало привлечение взрослого населения к обучению компьютерной грамотности. Мамы, бабушки и даже прабабушки учащихся приходили с планшетами, ноутбуками и обучались в школьной библиотеке. Некоторые еще и пользовались нашим библиотечным фондом, брали книги, а также приносили свои в дар библиотеке. И сейчас мне очень приятно видеть их как активных пользователей социальных сетей. А потом, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, все, конечно, приостановилось, но надеюсь, что мы еще продолжим эту работу. Также мы участвуем еще в различных конкурсах, буктрейлеров, смарт-мобов с детьми. Вот занимаем призовые места, победителями становимся.
Ну, вот и так, собрав весь материал работы школьной библиотеки и проанализировав итоги своей работы, мы поняли, что можем создать условия для повышения уровня информационной культуры личности обучающихся и решили создать школьный информационно-библиотечный центр. Была собрана команда, завуч, директор школы и заведующий библиотекой, то есть я, да, и мы разработали положение, создали официальную страницу в ВК школьного информационно-библиотечного центра и получили новые возможности. Расширили вид деятельности пропагандирующих чтение, эффективно сотрудничаем с библиотеками муниципалитета и республики. И уже в 2020 году мы решили принять участие в республиканском конкурсе «Лучшая школьная библиотека» в номинации «Школьный информационно-библиотечный центр». Нами была опробирована новая форма мероприятия, сетевое образовательное событие. Наша Коми-республика в нынешнем году отмечает свой вековой юбилей. Сетевое образовательное событие было посвящено именно этой дате. А в республику Коми входит и древнейшее село Устюса. А Устюса в 2020 году отмечало свой 255-летний юбилей. Причем село когда-то оказывало очень большое влияние на развитие региона. Именно ему мы решили посвятить наше мероприятие. Сетевое образовательное событие мы назвали «Маленькое село с большой историей». Вот цели и задачи события вы видите на экране. В нашем случае мы создали 3 команды из разных населенных пунктов нашего муниципалитета, то есть Усинского района, да. Это команда Усть-Лыжинской школы под названием Ничанывес, команда Щелебургской школы Эшкамешка и команда Усть-Усинской школы под названием Войвов-Коджувес. В начале сетевого образовательного события я провела вебинар на платформе Zoom, на котором познакомились со всеми участниками команд из разных образовательных организаций. Команды объявили свое название, внимательно выслушали тему события, правила и условия игры. После стартового вебинара на странице школьного информационно-библиотечного центра села Устюса в ВК мы уже разместили первое задание. Всего в нашем образовательном событии было 5 заданий. На выполнение каждого задания давалось 3 дня. Задание первое называлось «Ментальная карта села Устюса». Артефактом нашего образовательного события стало село Устюса. Мы его взяли в центр ментальной карты и от центра пустили ветви, то есть темы, по которым нужно было найти информацию и создать маленькие веточки. Второе задание называлось «Местная знаменитость». В этом задании нужно было описать страницы биографии и творчества российского эстрадного певца, композитора, актера и народного артиста Российской Федерации, который родился в селе Устюса Республики Коми, найти и перевести текст песни «Труба» с коми-языка на русский язык в исполнении этого певца. И, конечно же, все, наверное, догадались, этот певец, о котором идет речь, это Валерий Яковлевич Леонтьев. Он родился вот у нас в Устюсе. Третье задание называлось «Угадайте, о чем идет речь». Командам была предложена незаконченная презентация с вопросами о животных и растениях, обитающих в Усинском районе. Необходимо было дополнить презентацию правильными ответами и иллюстрациями. Предпоследнее задание называлось «Видеоролик на английском языке». И в этом задании необходимо было составить рассказ о селе Устюса из 10 предложений на английском языке, чтобы привлечь иностранных гостей в древнейшее село Устюса, снять сообщение на видео и отправить видеоролик организатору события. А в конце сетевого образовательного события у нас уже получилась открытка, так как последнее задание, рефлексия, у нас так и называлась «Пригласительная открытка». Участники создавали ее на ватмане в виде плаката, чтобы привлечь гостей в наши края, для того, чтобы они узнали о маленьком селе с большой историей под названием Устюса. Им хотелось погостить здесь, а может и остаться навсегда, так как в селе уже осталось совсем мало жителей.
Это и был продукт сетевого образовательного события. Детям очень понравилась эта форма мероприятия, особенно дети, которые из других населенных пунктов с большим удивлением узнавали информацию о нашем селе, а история Устюги действительно очень богата. И в итоге мы добились цели события, создали условия сетевого взаимодействия учащихся, побудили интерес к развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся через повышение интереса к изучению образовательных предметов, в том числе предметов этнокультурной направленности. Вот так наш уже школьный информационно-библиотечный центр занял призовое место. Призовое место и выиграл денежную сумму в размере 120 тысяч рублей, чему мы были несказанно рады. Вот. И на эти деньги мы приобрели мебель для реализации нашего проекта, который планировали. Уютный книжный уголок. Это создание дополнительной комфортной зоны для отдыха учащихся в рекреации второго этажа. Эта зона нам поможет немного разгрузить библиотеку, так как ее площадь маленькая, и получилось оборудовать место для чтения на переменах или после уроков. Мы приобрели 3 стеллажа, 2 диванчика, стол для юного библиотекаря. Таким образом, мы решим несколько задач: оформление пространства школы, расширение библиотечной зоны, создание читального зала. И кроме того, на будущий учебный год мы организуем проект «Поиграем в библиотеку», то есть в деловой профориентационной игре школьники будут в роли библиотекаря, сами будут выдавать книги, вести формуляры, регистрировать читателей и вести книжные блоги именно в этой новой зоне. Также мы запаслись вот у нас первые посетители нашего уютного книжного уголка. Вот. Также мы запаслись цветной краской для МПУ, для того, чтобы оформлять красочные книжные выставки, делать красивые наградные материалы. Приобрели кресло для библиотекаря, комплектующие, мышь, колонки и необходимый нам провод к ноутбуку. Еще мы заказали мультифактурные жалюзи, но они еще, к сожалению, в пути. И, конечно же, немного обновили книжный фонд, приобрели очень красочные и интересные книги для детей и несколько книг для подростков. Думаю, что на этом профессиональном конкурсе мы не закончили, мы будем работать и дальше, будем участвовать в конкурсном движении и покорять новые вершины. Спасибо за внимание. Коллеги, мы вас рады приветствовать в Коми Республиканском институте развития образования на заседании Республиканского методического объединения библиотекарей. Уважаемые коллеги, у нас сегодня с вами необычный день. Во-первых, всех вас хочется поздравить с прошедшим прекрасным праздником, пожелать вам творческих успехов, чтобы у вас все было хорошо, чтобы к вам приходили в библиотеки наши детки, чтобы они больше читали и становились умными. А для вас, конечно же, личного счастья, здоровья и всех благ. Уважаемые коллеги, сегодня еще чем у нас необычно заседание, это то, что у нас сегодня присутствуют наши партнеры. Значит, первой к нам присоединится Гендина Наталья Ивановна. Я немножечко вам расскажу о ней. Да, я думаю, что многие из вас ее знают, потому что после того, как мы отправили информационное письмо, сразу же были звонки от библиотекарей нашей республики. И я поняла, что многие из вас знают ее научные работы, читают ее статьи, потому что именно Наталья Ивановна очень много лет занимается темой информационной культуры личности. Ну и вторые наши коллеги, я уже очень хочу, чтобы и Наталья Ивановна, и Елена Валерьевна, мы с вами установили очень тесное сотрудничество не только по теме информационной культуры личности, но и по другим
темам. И вторые, значит, эксперты, которые примут в нашем заседании участие, это Челябинский институт, сейчас я правильно скажу, чтобы Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования. Примет участие Качева Елена Валерьевна. Ну, прежде чем приступить к реализации нашей темы, я даю слово председателю Республиканского методического объединения библиотекарей Наталье Леонидовне Саврасовой. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я присоединяюсь к поздравлениям с Днем библиотекарей, прошедшим вчера. Желаю вам хороших, вдумчивых читателей и чтобы ваша работа приносила вам радость и удовольствие. Сегодняшнее наше заседание включает в повестке дня 4 вопроса. 4 вопроса. Первым вопросом мы посмотрим видеосообщение, видеодоклад Гендиной Натальи Ивановны. Тема доклада «Загадочная ферраньерка» или разговор о том, почему так трудно отличить истинную информацию от фейковой, какие информационные риски и угрозы несет эпоха интернета и где взять противоядие от инфотоксикации. Да? Смотрим видео. Информационной культуре. Добрый день, уважаемые слушатели. Тема моего сообщения – загадочная ферраньерка или разговор о том, почему так трудно отделить истинную информацию от фейковой, какие информационные риски и угрозы несет эпоха интернета и где взять противоядие от инфотоксикации. Я использовала это заглавие в стиле старинных книг. Знаете ли вы, что полное заглавие, знакомой нам с детства книги Робинзон Крузо, включает целых 50 слов? А вот пример старинного научного труда, который написал немецкий этнограф Йоганн Готлиб Георгий, который в XVIII веке состоял на службе в Российской академии наук. Описание всех обитающих в российском государстве народов, их житейских образов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. Но зачем авторы прибегали к такому приему? Ответ прост. Они стремились развернуть информацию, как можно более полно и точно представить ее читателям. А сейчас такие длинные заглавия выглядят экзотично, и если используются, то лишь нарочито, в специальных целях, так как сделал это я, чтобы привлечь ваше внимание. Дело в том, что современный человек живет в условиях информационного взрыва и информационного кризиса, когда возникает потребность не только в развертывании, но и в свертывании информации. Что же такое информационный взрыв? Этой метафорой обозначают ускоренный рост количества информации в масштабах всей планеты. Ежегодно человечество производит огромные объемы самой разнообразной информации. Лавина информации ежедневно обрушивается на человека с экранов телевизоров и компьютеров. Ее доносит до нас радио и пресса, социальные сети и многочисленные веб-сайты в интернете. Для замера этих колоссальных объемов информации придумываются все новые, невиданные ранее единицы, с помощью которых измеряют информацию. Это экзобайты, зетабайты, йотабайты. Следствием информационного взрыва явился информационный кризис, то есть противоречие между гигантскими объемами информации и ограниченными возможностями человека по ее восприятию. Возникает парадокс. Люди накопили огромный объем информации, в котором все труднее ориентироваться и находить необходимые сведения. Особую проблему составляет наличие в информационном потоке недостоверной, а порой просто ложной информации. Такая информация получила название фейковой. Английское слово «фейк» буквально означает обман, фальшивка, подделка. Фейковые новости – это фальшивые, поддельные новости. Они чаще всего содержат сенсационную, ошеломляющую информацию, которая либо полностью ложная, либо включает искусную смесь правды и лжи. С фейковыми новостями мы встречаемся прежде всего в интернете. Вы можете задать вопрос, как случилось, что кроме нормальных, честных, правдивых новостей появляются ложные, то есть фейковые новости. Дело в том, что в эпоху интернета анонимно создать в сети веб-страницу может любой человек,
не ссылаясь при этом ни на какие источники или факты. При этом не надо забывать, что большинство пользователей по инерции все еще доверяют публикациям. Помните знаменитый афоризм «Книга – источник знаний». Вот это традиционное уважение людей к печатному слову и наделило могуществом создателей фейков и различного рода провокаторов. Напомню, что у некоторых интернет-блогеров аудитория многократно превышает аудиторию газет и телеканалов. При этом блогер совершенно не обязан иметь не только журналистское, но и вообще какое-либо образование. При этом он не обязан иметь также и регистрацию, соблюдать журналистскую этику или указывать происхождение тех или иных фактов, которые он приводит. И здесь я возвращаюсь к заглавию своей лекции, вернее, к достаточно редко звучащему в современной речи слову «фераньерка». Однажды на одном из сайтов мне попался текст, в котором было такое предложение. Но более всего на столе притягивала взгляд огромная фераньерка, наполненная лепестками роз. Судя по этому тексту, фераньерка – это какой-то сосуд, ваза или шкатулка, в которой лежат лепестки розы. Мне был известен смысл слова «фераньерка», и я очень удивилась, прочитав этот текст. Тем не менее, я решила все-таки проверить значение слова по словарям. Что же значит слово «фераньерка»? Для этого я обратилась к специальному сайту «Словари и энциклопедии на академике». Это настоящая сокровищница, в которой вы можете найти замечательные словари и справочники, энциклопедии практически по любой теме, по любому вопросу. В ответ на мой запрос «фераньерка» было выдано 10 разных определений этого слова. Из всех определений мне более всего понравилось то, которое дается в большом энциклопедическом словаре. Фераньерка – это украшение в виде обруча, ленты, цепочки с драгоценным камнем, жемчужиной или розеткой из камней различного цвета, надеваемое на лоб. Появление этого слова в французском языке связано с приписываемым Леонардо да Винчи портретом «Прекрасная фераньер». Прочтя это определение, я, конечно же, сразу захотела увидеть, как выглядит прекрасная фераньер и ее фераньерка. В век интернета такой поиск не составляет никакого труда. Вот она, прекрасная фераньер Леонардо да Винчи. Украшение на этой даме, по имени которой и стали называть фераньерку, полностью соответствует его описанию в словарях. Налобное женское украшение в виде цепочки с драгоценным камнем. А теперь вернемся к исходному тексту, в котором слово «фераньерка» употреблено абсолютно неверно, потому что фераньерка – это женское украшение, а не сосуд. Следовательно, фераньерка не может ничего в себя вмещать, она не может быть огромной, и даже лепестки розы в ней невозможно поместить. Таким образом, можно сделать вывод, что информация, которую мы черпаем из анонимных сайтов интернета, обязательно нуждается в дополнительной проверке. В ходе поиска я увидела, что существует очень много видов самых разных фераньерок. Особенно мне понравилась фераньерка на портрете Натальи Николаевны Пушкиной. Перед нами портрет юной и прекрасной жены поэта, мгновенно вызывающий в памяти строки из знаменитого пушкинского сонета «Мадонна» «Чистейшей прелести, чистейший образец». Это акварель кисти художника Александра Павловича Брюлова, старшего брата знаменитого Карла Брюлова. И эта акварель является единственным из известных портретов супруги Пушкина, который создан при жизни поэта. Обращение к этому портрету мне понадобилось еще и потому, чтобы показать, как имена великих людей часто выступают в качестве информационного повода для фейковых новостей. Например, фигура Александра Сергеевича Пушкина. В разгар пандемии коронавируса в марте 2020 года невероятную популярность в сети приобрело стихотворение, которое рассылали в сопровождении следующих слов. Александр Сергеевич Пушкин, находясь в карантине по поводу холеры в Болдино, обращается к нам, сегодняшним. «Позвольте, жители страны, в часы душевного мучения поздравить вас из заточения с великим праздником весны». И подпись.
Пушкин, 1827 год. Всего за несколько дней оно стало суперпопулярно в интернете. Оно звучало по радио, на телевидении, и вот уже ленты комментариев наполнились выражениями восторга гению Пушкина. Ай да Пушкин! Надо же, как предвидел! Респект Пушкину! Однако давайте отбросим эмоции и вспомним школьный курс литературы. И сразу же возникает вопрос, почему поэт поздравляет нас в 1827 году из заточения с великим праздником весны, ежели он находился в Болдине в сентябре-ноябре 1830 года. Помните знаменитое выражение «Болдинская осень» как символ расцвета творчества Пушкина? Откуда же весна? Итак, перед нами явная литературная мистификация, явный фейк. Этот обман раскрыл корреспондент газеты «Комсомольская правда» Евгений Черных. Он выяснил, что настоящий автор этих строк – это сетевой поэт из Казахстана. Его псевдоним Ури Грим. Именно Ури Грим разместил свою оду 21 марта, сопроводив ее словами: «Салам алейкум, честной народ! Как говорится, коронавирус коронавирусом, а наурус по распорядку». Дело в том, что 21 марта у тюркских народов отмечается Навруз или Наурыз, праздник прихода весны и наступления новой жизни. Вот теперь становится понятно, откуда взялся праздник весны у затворников Болдинской осени. А теперь задумаемся над механизмом распространения фейков. Согласитесь, что на стихи неизвестного поэта мало бы кто обратил внимание. Чтобы они стремительно разошлись по сети, потребовалось громкое имя – имя Александра Сергеевича Пушкина. И еще одна немаловажная деталь – актуальность, злободневность темы. Март 2020 года – это разгар пандемии. Именно это обстоятельство и обеспечило такую популярность стихотворению фейку. К сожалению, фейковые новости не всегда бывают добрыми и безобидными. И не всегда источником фейковой информации выступает интернет. Современные масс-медиа, включая телевидение, тоже порой выпускают в эфир непроверенную и весьма сомнительную информацию. Так, в ноябре 2020 года Первый канал показал ленту Сергея Бравермана «Александр Сергеевич Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях». Сюжет фильма, который заявлен как документальный, подчеркиваю, документальный, построен вокруг так называемой альтернативной истории. Изумленный зритель узнает, что дети Пушкина на самом деле были детьми царя Николая I, что царь не пустил народ проститься с любимым поэтом, что над гробом поэта был проведен масонский ритуал, а одно из самых главных подозрений состоит в том, что якобы втайне от всех тело Пушкина было подменено, и вместо него в Святогорском монастыре захоронили другого человека. Стоп, остановлюсь и не буду пересказывать все остальные нелепицы и глупости, которыми изобилует этот фильм. Каждую из этих нелепиц специалисты легко опровергают, приводя точные сведения с указанием на достоверные источники информации. Этот фильм резко осудили пушкинисты, то есть люди, ученые, всю жизнь свою посвятившие биографии и творчеству поэта. Достаточно обратиться к рецензиям, которые были опубликованы в литературной газете, российской газете. Процитирую одну из рецензий. В многомиллионный эфир дали винегрет из отрывочных знаний и сплетен о Пушкине. Хочу особо обратить ваше внимание на опасность такого рода фейковой информации. Она не просто засоряет информационное пространство, она действует разрушительно. Это своего рода информационный яд. Ведь фильм не просто не опровергает клевету, ложь на великого поэта. Он, наоборот, погружает зрителя в заведомо ложные сведения, смакует порочащий поэта, его жену и детей слухи. И еще самое, на мой взгляд, отвратительное. Фильм словно бы стремится доказать, что все, что связано с именем Пушкина, все, что нам дорого и свято, все, что служило и служит многим поколениям россиян духовным и эстетическим ориентиром, все это ничего не стоит. Все это можно растоптать, да еще и иронически похихикать. Тоже, мол, классики. Но тем и велик Пушкин, что в гениальной своей прозорливости он давным-давно сам себя защитил. В ноябре 1825 года он писал своему другу, князю Петру Андреевичу Вяземскому: «Толпа в подлости своей радуется унижению высокого,
слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе. Приведенные примеры фейковых новостей далеко не исчерпывают всего их многообразия. Чтобы подытожить и обобщить информацию о фейках, дадим ответ на два вопроса. Кто производит фейковые новости и почему их порой так трудно распознать? Фейковые новости циркулируют в общественной жизни. Это политика, реклама, журналистика, благосфера. Особое место они занимают в современном информационном пространстве и в информационных войнах между странами. Соответственно, производителями фейковой информации чаще всего выступают следующие категории. Это средства массовой информации в погоне за тиражами, журналисты в стремлении сделать карьеру или прославиться, блогеры в борьбе за подписчиков и деньги рекламодателей, политики, ищущие популярности и голосов избирателей, коммерсанты, продавцы различных товаров и услуг в стремлении получить выгоду и, конечно же, иностранные разведки, чтобы ослабить чужие государства. А вот сложность распознавания фейковых новостей обусловлена целым рядом причин. Во-первых, в гигантских объемах информации порой совершенно невозможно проверить достоверность того или иного факта в силу сложности современных технологий дезинформации. Например, рядовой пользователь не всегда способен установить, реально это фото, реально это видео или это результат монтажа. Что уж говорить о том, когда встает задача распознавания так называемых дипфейков, то есть глубоких фейков, которые готовятся специалистами по дезинформации. Вторая причина – это привычка людей мыслить шаблонами, склонность к конформизму, желание быть как все, верить в то, во что верят все. И, наконец, третья причина – отсутствие у людей специальной информационной подготовки, позволяющей им критически оценивать получаемые сведения, отличать достоверную информацию от недостоверной. Фейковые новости и замаскированная под новости дезинформация – это лишь верхушка айсберга. Множество информационных проблем и угроз, которые характерны для эпохи интернета. Интернет открыл невиданные ранее возможности для людей по работе с информацией. Это оперативный доступ к информации и коммуникации. Это возможность преодолевать пространство и время. Это массовая доступность. Это невероятный комфорт. Однако оборотной стороной этих новых возможностей выступают и новые риски и угрозы. К их числу относят информационную перегрузку современного человека, загрязнение информационного пространства и даже информационное отравление, или такой термин даже специально придумали – инфотоксикацию. В целом, эпоха интернета породила совершенно новые риски. Например, в социальной сфере к таким рискам принято относить появление информационного криминала, то есть киберпреступности, информационный вандализм, хакерство. Особая проблема – это информационные войны или войны памяти, когда в массовое сознание вбрасывается ложная или искаженная информация, направленная на переоценку событий отечественной и мировой истории. Особую группу рисков составляют риски развития личности. Например, пресловутая информационная досягаемость личности, то есть невозможность человека сохранять свою приватность, то есть вся частная жизнь зачастую становится доступна людям, в том числе и злоумышленникам. Современные виртуальные злоумышленники могут нанести вполне реальный ущерб, взломав ваш компьютер, похитив деньги с карты, сделать события вашей личной жизни достоянием всего интернета. Особая группа рисков – это дегуманизация и технико-машинная зависимость. Современный человек все больше чувствует себя слабым и беззащитным, стоит только ему потерять смартфон или сдать в ремонт ноутбук. Без гаджетов и девайсов он уже не ощущает себя полноценной личностью. А еще одна группа рисков – это установка на конформизм, подражательство, подверженность манипуляциям. Человек, не способный к серьезному, глубокому анализу, критической оценке получаемых сведений, легко становится объектом манипуляций. Отсюда вовлечение детей, подростков, а порой и взрослых людей в деструктивные группы и секты, которыми изобилует интернет. После такого длинного перечня информационных угроз и рисков естественным будет вопрос, а как современный человек
должен их преодолевать. Да возможно ли это? Безусловно, возможно. Идеальным источником информационного противоядия были и остаются культура и образование. Внедрять ложные идеалы и ценности, манипулировать людьми можно лишь в том случае, если они не образованы, не имеют связи с отечественной и мировой культурой. Это аксиома, верная на все времена. Весь мир сейчас озабочен необходимостью специальной подготовки человека к жизни в информационном обществе в эпоху интернета со всеми его рисками и угрозами. ЮНЕСКО ввела даже специальный термин «медийно-информационная грамотность» и издала специальную учебную программу по медийной информационной грамотности. Сейчас эта программа переведена на 11 языков мира. В 2012 году эта программа была издана на русском языке. Мне довелось быть одним из научных редакторов этого перевода. Посмотрите в понятие медийной информационной грамотности. Не случайно этот термин назвали зонтичным. Он соединяет целых 12 видов грамотности, от библиотечной до интернет-грамотности. В России сложился свой подход к решению проблем защиты современного человека от информационных угроз и рисков. Он получил название «информационная культура». Вот уже более 20 лет наш коллектив научно-исследовательского института информационных технологий и социальной сферы в Кемеровском государственном институте культуры занимается изучением проблем формирования информационной культуры. Образно смысл понятия «информационная культура» давайте представим с помощью живого растущего дерева. Корни дерева – это разные виды грамотности. Все, что входит в понятие медийной информационной грамотности, компьютерная, интернет-грамотность, библиографическая грамотность и другие. Ствол дерева – это информационное мировоззрение, то есть ценности, убеждения, идеалы, которые определяют поведение человека в информационной среде. А ветви дерева – это самые разнообразные технологии работы с информацией. Причем старые могут отмирать, уходить, а новые появляться. И, конечно, плоды на дереве. Вот что важно. Плоды символизируют способность человека самостоятельно создавать на основе информации что-то новое, свое. Любые информационные продукты. Ну, какие информационные продукты? Например, рефераты, доклады, презентации, для студентов курсовые работы, для ученых статьи и так далее. Хочу подчеркнуть, что информационная культура – это вовсе не искусство нажимания кнопок на компьютере. В самом слове «культура» заключен глубокий смысл. Наш современник, гениальный русский композитор, выдающийся мыслитель Георгий Свиридов с пометкой «важное» записал в своем дневнике: «Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание. А ныне есть опасность лишиться этой высокой нравственной категории и выдавать за нее нечто совсем другое». Поэтому информационная культура современного человека неразрывно связана с информационной этикой. А это означает осознание человеком ответственности за работу с информацией, за действие с информацией, нетерпимость к плагиату, критическое отношение к получаемой из интернета информации. Овладение информационной культурой требует серьезных интеллектуальных усилий и воли. Чтобы помочь людям овладеть информационной культурой, мы разработали специальный учебный курс, который так и называется «Основы информационной культуры». Его содержание представлено в нескольких учебных пособиях для разных категорий. Для школьников с 1 по 9 классы, для студентов, аспирантов, для учителей, библиотекарей. Образ русских матрешек символизирует принципы последовательного нарастания сложности учебного материала, системности, целостности, совместимости. А теперь настала пора дать ответ на вопросы. Чему учит наш курс? Чем он отличается от курса компьютерной грамотности или интернет-грамотности? В нашем учебном курсе 4 раздела. Первый раздел дает ответ на вопрос, где искать полезную информацию и как защитить себя от информационных угроз. Раздел 2 знакомит с основными информационно-поисковыми запросами, средствами поиска информации, навигации в интернете. А раздел 3 посвящен методам анализа и критической оценки информации.
И, наконец, 4-й раздел направлен на овладение технологиями создания информационных и медийных продуктов. Своеобразие нашего учебного курса заключается в акценте на интеллектуальных компонентах работы с информацией. Причем эта работа происходит в условиях интернет-среды. Это такие информационно-логические умения, как классификация, интерпретация, аргументация, умение сворачивать и разворачивать информацию. Если они не сформированы, невозможно говорить о развитии критического и творческого мышления. Иными словами, без них невозможно создавать новое, то есть невозможна творческая деятельность. В конечном итоге учебный курс «Информационная культура личности» направлен на саморазвитие человека и возможность его быстрой адаптации в условиях динамично меняющегося мира и множества информационных угроз эпохи интернета. Информационная подготовка сегодня нужна каждому человеку, как говорится, и старому, и малому. Без систематизации и упорядочения гигантских объемов информации, без отбора и критической оценки сведений не могут развиваться современная наука, бизнес, образование, культура. Многие слушатели сейчас, вероятно, удивятся, узнав, что профессиональную подготовку специалистов в области информационно-аналитической деятельности ведут вузы культуры, в том числе и наш вуз. У нас в Кемеровском государственном институте культуры на информационно-библиотечном факультете будущие библиотекари изучают целый ряд учебных дисциплин, рассчитанных на деятельность уже в современной электронной информационной среде. И вы можете увидеть лишь небольшой перечень, далеко не полный, этих интересных, современных, новых и увлекательных учебных дисциплин. И, конечно же, будущие библиотекари изучают дисциплину «Информационная культура личности». Ведь именно современный библиотекарь призван развивать информационную культуру самых разных категорий. Библиотекари всегда работают в тесном контакте с учителями, преподавателями. Вот поэтому мы адресуем свои учебные пособия не только библиотекарям, но и учителям. Понимая загруженность и учителей, и библиотекарей, мы включили в свои учебные пособия полные тексты уроков. Кроме того, в них вошли в наши учебные пособия красочные мультимедийные презентации, тестовые задания, терминологический словарь. А учитывая информационную перегрузку, которую испытывает современный школьник, мы решили использовать, кроме уроков, такую малую форму обучения, как информационные пятиминутки, которые также могут использовать в своей работе и библиотекари, и учителя. Все учебные пособия мы стремились написать простым, ясным языком, чтобы ими могли воспользоваться не только библиотекари и учителя, но и родители. Наши учебные пособия не могли родиться лишь в тиши кабинетов. Они являются результатом огромной экспериментальной работы в школах и библиотеках, причем не только Кузбасса, но и многих других регионов России. Мы долгие годы работаем вместе с Ассоциацией школьных библиотек русского мира. Она объединяет самую большую сеть библиотек России – 40 тысяч школьных библиотек. И вот вместе с этой ассоциацией мы сейчас создали интернет-сообщество школьных библиотекарей и педагогов, которые внедряют разработанный нами курс «Основы информационной культуры школьника». Это позволит и школьным библиотекарям, и учителям обмениваться опытом, обсуждать сложные проблемы, которые у них возникают, и получать от нас авторские консультации. В своей лекции я постоянно использую местоимение «мы». «Мы» — это небольшой коллектив гуманитариев, которые не мыслят свою жизнь и работу без персонального компьютера и интернета, но вместе с тем серьезно озабочены проблемой так называемого разрыва двух культур – культуры гуманитарной, то есть традиционной, книжной, и культуры технократической, или, как ее называют, электронной, компьютерной. Кроме информационной культуры школьников, студентов, мы изучаем информационную культуру учителей, библиотекарей, музейных работников, дизайнеров и других категорий. Мы считаем, что чем шире будет круг людей, обладающих информационной культурой, тем успешнее будет их учеба и профессиональная деятельность, тем более осмысленным станет досуг, а жизнь сделается более интересной и насыщенной. В заключение хочу подчеркнуть, мы открыты к сотрудничеству, мы будем рады расширить круг
единомышленников за счет появления энтузиастов, волонтеров, информационной культуры эпохи интернета. Дорогие друзья, завершен еще один выпуск университета. Что сегодня с нами была Наталья Ивановна. К сожалению, у нее сейчас идет тоже параллельно большое мероприятие, но она просила, чтобы вы оставили для нее вопросы, вы ее послушали, может быть, у вас появились какие-то вопросы. У нас как раз вот наверху есть вкладочка «Вопросы». Вы можете там написать. Я передам, значит, все вопросы Наталье Ивановне. Она ответит, и все ответы я вам также направлю по вашим адресам. Ну, а сейчас мы передаем слово Елене Валерьевне, Челябинск. Вы здесь? Слышно меня, нет? Добрый вечер уже, Елена Валерьевна. Ну да, ну у вас добрый день, у нас уже добрый У вечер. вас уже добрый вечер. Мы очень рады вас видеть, так скажем, в нашей студии в Республике Коми, а вы у себя в Челябинске, в своем институте. Очень мы рады, что у нас налаживаются вот такие вот творческое сотрудничество. Я надеюсь, что сегодня такой вот кирпичик, да, в нашем фундаменте, и дальше мы будем с вами сотрудничать и вместе развиваться. Ну а сейчас я передаю вам слово. Пожалуйста. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я тоже хотелось бы присоединиться к поздравлениям своих коллег, поскольку у меня достаточно большой стаж библиотечной работы, именно работы в школьной библиотеке. И сегодня вот я сначала позволю себе немножко рассказать о нашей системе работы со школьными библиотекарями вообще и, в частности, вот по формированию информационной культуры. Современная система образования призвана ориентироваться прежде всего, на наш взгляд, на развитие личности школьников, способного творчески применять полученные знания в практической деятельности. Время предъявляет особые требования к личностным качествам человека, выдвигая на первый план умение быстро ориентироваться в информационном пространстве, способность находить, анализировать и обобщать информацию. Традиционно именно на формирование этих качеств направлена деятельность любой школьной библиотеки. Тем более, что сегодня на первый план выходит не обеспечивающая, а творческая, креативная, интегрирующая роль библиотеки. Предметный характер нашей деятельности позволяет нам говорить о большем вкладе в формирование личности ребенка, нежели на отдельных учебных предметах. Поскольку те навыки, которые ребенок приобретает в библиотеке, они могут пригодиться не только в какой-то учебной деятельности, на любом предмете, но и в жизни, даже для бытовых условий. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров позволила нам несколько расширить функции, и далее регионы также начали создавать свои региональные концепции. Не стало исключением и наша Челябинская область. Наша региональная концепция развития школьных информационно-библиотечных центров была принята в 2018 году. Она позволила запустить вот этот процесс модернизации, но нам этого оказалось недостаточно. Мы хотели бы более четко для, значит, нашей системы образования проговорить и условия, которые соответствовали бы школьным информационно-библиотечным центрам, и предложить какие-то шаги по созданию и модели, примерные модели, содержательные модели работы таких центров. Тем более, что для нас, и это очень принципиально, школьный информационно-библиотечный центр – это всего лишь особый статус, который вот соответствует тем условиям, которые были прописаны в новом документе, концепция функционирования школьных информационно-библиотечных центров. И вот на сегодняшний день, да, концепция эта была принята в 2019 году, и на сегодняшний день мы имеем 806 школьных библиотек, и они также они также в рамках нашего внимания.
Ну и школьные информационно-библиотечные центры, на сегодняшний день их 32, хотя вот вчера буквально вышел приказ Министерства образования и науки Челябинской области о победе 2 еще школ в нашем региональном конкурсе на именно конкурсный отбор на создание на базе организации вот таких центров. Конкурс финансируем, наши победители получают каждый по 500 тысяч рублей на создание центра. Но, конечно, вот просто создать центр, наверное, этого мало. Ведь нужно говорить о содержании работ. И в этом нам помогает еще один, об изменении содержания работы. В этом нам помогает еще один региональный конкурсный отбор на присвоение статуса школам региональных инновационных площадок. Он тоже финансируемый, и в 2019 году как раз под такой статус по направлению использования школьных информационно-библиотечных ресурсов школьных информационно-библиотечных центров для достижения планируемых результатов основной образовательной программы получили 6 школ. Вот вы их видите на экране с пометочкой РИП, региональная инновационная площадка. В общем-то, их деятельность как нельзя лучше отвечает вот запросам воспитания личности, именно воспитания современной личности. Более того, к региональным площадкам в 2020 году присоединились еще площадки, с которыми наш институт заключает научно-прикладные проекты. Вот НПП, то, что вы видите на экране, это тоже своеобразные, это школы, которые работают без финансирования, но им интересно вот именно развитие в каком-то определенном направлении своей школьной библиотеки. Конечно, первый 2019 год был для всех нас, и особенно для образовательных организаций, неким стартапом. Многое пробировалось, делалось впервые. 2020 год принес нам осознание возможностей информационно-библиотечных центров для формирования личности школьника, изменения позиции школьной библиотеки в образовательном и воспитательном процессах. И практически у всех, вот особенно риповских площадок, как мы их называем, одним из направлений деятельности являлось именно формирование информационной грамотности школьников. Являясь центральным звеном информационно-образовательного пространства школы, информационно-библиотечный центр может стать незаменимым ресурсом для реализации внеурочной деятельности, поскольку, конечно, занимает важное место в становлении информационной компетентности учащихся, а также содействует развитию навыков непрерывного образования школьников. Но реальная ситуация в школах показывает наличие противоречия между традиционной ориентированностью в внеурочной деятельности школы на достижение именно предметных результатов школьников и возможностями школьной библиотеки в формировании метапредметных и личностных результатов обучения школьников. И прежде всего воспитание информационной культуры, развитие читательских компетенций. Вот мониторинг наш как раз и показал, вы видите на слайде, да, у 564 школ нет программ внеурочной деятельности или программ доп. Образования, которые реализуются на базе библиотек. Но тем не менее, вот этот же мониторинг показал нам, что тематика большей части программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования все-таки посвящена привлечению к чтению, продвижению чтению книги, формированию читательских компетенций школьников и формированию информационной компетентности школьников. Программа формирования информационной культуры школьников в различных своих проявлениях, от уроков библиотечно-библиографической грамотности до основ медиабезопасности, занимает, конечно, меньшую часть объемов внеурочной деятельности, хотя является отражением традиционной деятельности библиотек и информационно-библиотечных центров. Взрывной рост доступной информации на разнообразных, особенно электронных носителях, конечно, порождает и ответно-когнитивный вызов. Он требует постоянного поиска, выбора релевантного ответа, а также высокой скорости его обработки. Помочь этому, конечно, могут прежде всего вот такие программы формирования информационной культуры, о которых говорила Наталья Ивановна Гендина. Основной целью их является обучение поиску, анализу, оценке информации информационных ресурсов в библиотеках общеобразовательных организаций. Имеется большой опыт в реализации задач развития таких компетенций посредством индивидуальной, групповой работы, проведения библиотечных уроков.
Ну, в нашей области, как, наверное, во всех других, можно увидеть три основных, на наш взгляд, проблемы в деятельности библиотек по формированию информационной культуры. Ну, прежде всего, это кадровые условия, отсутствие полных ставок библиотечных работников, их недостаточная компетентность, хотя, конечно, мы их можем решить, вот как здесь мы говорили, как здесь вы видите на слайде, и введение должности педагога-библиотекаря, и введение, вот особенно если это касается информационно-библиотечных центров, и введение в штат небиблиотечных должностей. Наши центры, вернее, в рамках тех центров, о которых я говорила, работают и педагоги-организаторы, и тьюторы, и методисты. Ну и, конечно, еще один выход решения этой проблемы – это взаимодействие с педагогами. Материально-технические условия. Их недостаточный уровень – это и отсутствие или недостаток современной компьютерной техники, и отсутствие подключения к сети интернета или его низкая скорость. Информационно насыщенная среда информационно-библиотечных центров, в том числе и возможность использования личных мобильных устройств, обучающихся для решения ими образовательных и познавательных задач. Это и подключение к электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным библиотекам. И, в общем, позволяет по-новому, конечно, организовать работу по формированию информационной культуры, планировать и отслеживать результаты обучения в рамках вот такой деятельности. Интегрирование ресурсов на различных носителях, ведь только в библиотеке есть и традиционные фонды, и электронные библиотеки, и образовательные ресурсы, делают возможным развивать навыки критического мышления, поиска и анализа информации, оценки информации в комплексе, новые способы получения информации, используя современные, когда библиотекарь может использовать современные технологии. Ну и вот то, что я уже вначале сказала, это касается компетентности сотрудников, недостаточный уровень компетентности, поскольку сфера формирования информационной культуры, она не просто очень мобильная, очень подвижная, она постоянно изменяющаяся. И вот Наталья Ивановна Гиндина в своей лекции на это не раз обращала внимание, что это сверхподвижная среда, сверхнепредсказуемая среда. И, конечно, мы пытаемся тоже решить этот вопрос в рамках курсов повышения квалификации для библиотекарей. У нас имеется большая тема именно формирования информационной культуры обучающихся и педагогов, где мы как раз вот работаем и, например, поднимаем вопросы на практике, обсуждаем с библиотекарями, на практике пытаемся решить какие-то вопросы и по новостной грамотности педагогов-библиотекарей, и по фейковым новостям, по фейковой информации, как их распознать, как выявить. Это и по работе в социальных сетях, каким образом можно использовать, прежде всего, в библиотечной деятельности, значит, эти соцмедиа наши. Но дело в том, что курсы повышения квалификации – это все-таки более формальное образование, и оно тоже не может успеть за теми изменениями, которые постоянно происходят в нашей информационной среде, в глобальной информационной среде. Конечно, здесь очень хорошо помогают вебинары, и те две группы, которые, вот одна группа, она у нас уже действует третий год, это группа школьные библиотекари и педагоги-библиотекари Челябинской области. И новая группа, которую мы организовали, сделали в этом году по, я бы сказала, даже с благословения Натальи Ивановны, это группа «Информационная культура в школе». Обе группы являются, конечно, сетевыми профессиональными сообществами, они более мобильны. Чем нас привлекли эти группы? Тем, что в этих группах можно неофициально общаться друг с другом, тем, что можно решать насущные проблемы, которые возникают вот в ежедневной деятельности библиотекарей, в том числе и те вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Но в то же время сюда мы можем привлечь экспертов, которые могут ответить. Ведь иногда важно взглянуть на эту проблему не только со своей библиотечной точки зрения, но и с, может быть, педагогической, административной. Группа на Facebook имеет большой охват. Среди участников представители не только библиотечной общественности. Во время пандемии к нам
в группу, попросились, и мы их, конечно, приняли, и педагогов наших школ, нашей области, и руководящие работники, и даже представители муниципальных служб вошли в эту группу. Вот. И кроме того, в нашей группе есть представители, хотя несмотря на то, что она закрытая, есть представители из других областей. И сегодня я вас тоже могу пригласить в эту группу. Надеюсь, что презентация будет доступна, и вот по этой ссылочке вы сможете перейти и попроситься к нам в эту группу. Здесь самый широкий аспект обсуждения вопросов, очень много информации, в том числе, например, информацию по конкурсам, прежде всего, поскольку это неформально, вот одним кликом мы можем, значит, разместить какую-то официальную информацию в этой группе. И вторая группа «Информационная культура в школе», группа, которую, надеюсь, вместе со всеми нами, потому что эта группа идет и под эгидой Ассоциации школьных библиотекарей русского мира, РШБА. На сегодняшний день мы ее в начале апреля организовали, открыли. На сегодняшний день там 143 участника. Но скажу честно, что пока вот такого движения, как есть в группе на Фейсбуке, нет. Хотя для обсуждения, на наш взгляд, мы предложили очень разные вопросы. Это и дети с особыми образовательными потребностями, это и уроки для школьников в 1, 4, 5, 7, там, 8, 9, 10, 11 классах, это и внеурочные формы работы, это и, значит, вопросы авторам ОМК, и Наталья Ивановна готова отвечать на эти вопросы, поэтому вот сегодня их можно, вступая в эту группу, их можно разместить прямо в группе и получить ответы. Вот. И то видео, которое вы сейчас посмотрели, по просьбе Натальи Ивановны, я вчера тоже разместила в группе, и думаю, что его будет интересно обсудить, потому что это на самом деле очень острые новости, и они не о чем-то там, вот, да, где-то за пределами нашей жизни. Фейковые новости врываются в нашу жизнь, они влияют на наших детей, и тот результат, конечно, который мы видим в школах, это в том числе и следствие вот таких вот новостей. И наша задача на самом деле сейчас, миссия, я бы сказала, даже не задача, а очень серьезная. И от нашей в том числе работы зависит будущее не только отдельных семей, отдельных учебных заведений, но и регионов и, наверное, нашей страны. Я уже говорила, что мы вот в этих группах инициируем некоторые обсуждения, вот то, что касается, на самом деле обсуждений больше, но вот то, что касается информационной культуры, посмотрите, эти обсуждения все актуальны, к ним в любой момент можно присоединиться. Последние два таким курсивом, да, это в группе «Информационная культура в школе». Первые, и вот сейчас как раз у нас проходит очередное обсуждение 4К или одной Ч через библиотеку. Что же это за загадочные науки 21 века? Формирование информационной культуры напрямую связано с этими загадочными навыками. В основном у нас инициируют эти обсуждения именно региональные инновационные площадки, поскольку у них на самом деле большой опыт работы именно в этом направлении. И вот сегодня рассказывая, я все время буду касаться этих работ. Нам повезло, что ли, не знаю, как сказать более точно. У нас очень разные категории школ среди региональных инновационных площадок. Это и школа, например, с углубленным изучением математики, то есть школа, то есть имеющая среди своих учеников, конечно, более, наверное, интеллектуально развитых, более нацеленных на учебу. У нас есть школа, вот это школа номер 1 города Златоуста, у которой половина классов – это дети с ОВЗ. И вы сами прекрасно понимаете, как сложно работать с этой категорией детей. И вот школа для себя, получая статус региональной инновационной площадки, поставила задачу именно
работать, да, по курсу Натальи Ивановны Гендиной, но с корректировкой на детей с особыми возможностями здоровья. У нас есть сельская школа, это Тимирязевская средняя общеобразовательная школа, у которой тоже свои особенности деятельности, и вот как раз они развивают тему, вернее, адаптируют, что ли, этот курс именно для сельской школы. Их работы тоже можно посмотреть у нас на сайте ЧЕК.РУ, на нашей странице, посмотреть. Есть репозиторий наш региональный, где многие работы этих площадок выложены, они в открытом доступе. Конечно, понятие информационной культуры, она очень широкая. Информационная культура может выражаться, соответственно, формироваться не только в учебных действиях, но и в бытовых, и в жизненных. И поэтому работу по формированию информационных компетенций, конечно, можно считать некой подготовкой школьников к жизни. Формирование этих компетенций может, на наш взгляд, происходить как в рамках традиционных библиотечных мероприятий. Ведь мы очень часто обращаем детей внимание на энциклопедии, говорим о том, как правильно там искать информацию. Мы обязательно включаем в свои мероприятия какой-то анализ информации. Например, ведь тоже написание отзыва на книгу, на любимую книгу, да, это анализ, он обязательно происходит через анализ информации. Конечно, нашей целью на традиционных библиотечных мероприятиях является критическое мышление. Очень интересен опыт вот у нас в Челябинской области, поскольку вот непосредственно я разработала очень много сетевых библиотечных проектов, и у нас есть опыт именно формирования информационной культуры школьников в этих сетевых библиотечных проектах, или вот сейчас наши коллеги разрабатывают сетевые образовательные события. Если отсмотреть в результатах этих мероприятий именно формирование информационной культуры, мы увидим, как интересно, как незаметно для школьников это можно сделать. То есть это не уроки, это даже не наши библиотечные мероприятия, очень интересные, а это особая деятельность школьника, где он сам формирует эти компетенции, а учитель, организаторы таких проектов лишь направляют. Единственное, конечно, наверное, минус в таких, что в проектах участвуют не абсолютно все школьники, и это, получается, не то что для избранных, это именно только для тех, кто участвует. Но результаты замечательные. Конечно, вот это и те курсы внеурочной деятельности, о которых мы говорим, или программы доп. Образования, формирование информационной культуры в школьных библиотеках в Челябинской области в рамках вот этих двух позиций последних проводится по различным программам. Здесь основа информационной культуры личности, основа информационной грамотности школьников, библиотечные, библиографические, информационные знания учащихся, информационная грамотность младших школьников, воспитание библиотечной и информационной грамотности учащихся, основа информационной грамотности и многое другое. Кроме того, в репозитории модельной региональной основной образовательной программы у нас есть такой ресурс в области, включен курс основы медиабезопасности, который, например, у нас реализуется на базе информационно-библиотечного центра средней общеобразовательной школы номер 1 города Магнитогорска, тоже риповская площадка. Последний пример позволяет не только использовать готовую программу, которая прошла апробацию, экспертизу на уровне области, прежде чем была включена в репозиторий, но и организовать взаимодействие педагога-библиотекаря и учителя информатики в рамках реализации программы. Такое взаимодействие позволяет, конечно, обогатить инструментарий, курсы и формы проведения занятий за счет средств и методов библиотечной работы, но и в то же время сохранить качество обучения. И вот здесь нам большой помощник, наша, конечно, палочка-выручалочка, это тот учебно-методический комплекс, созданный под руководством Натальи Ивановны Гендиной. Конечно, библиотечные, вот я уже говорила о традиционных библиотечных мероприятиях и о том, что вообще библиотека имеет такой надпредметный характер вообще своей деятельности. И, конечно, мы очень большое внимание обращаем на то, какими должны быть занятия. Ведь занятия должны строиться таким образом, чтобы они были интересны, эмоциональны, доступны по содержанию и предполагать активное участие в самостоятельном поиске информации. В связи с этим, конечно, практикоориентированность является основным, может быть, требованием к таким занятиям.
На них не только дети сами получают новые знания, но и проверяют, на них можно проверить, насколько уровень усвоения материала. В зависимости от содержания, темы, возраста, уровня подготовленности учащихся, конечно, вот курс Натальи Ивановны Бендиной может представлять педагогу-библиотекарю широкие возможности для выбора и методических путей, и приемов изложения конкретно в материале. Но, конечно, в начале занятия, да не только в течение всего занятия, необходимо нацеливать ученика, что сомнение, усталость, разочарование, радость открытия – это нормальные эмоции для любой деятельности, в том числе и для учебы. Для того, чтобы обучать учащихся работать с источниками информации, способствовать формированию школьников информационной культуры, конечно, необходимо и использовать такие приемы и методы организации работы обучающихся, чтобы работа с ней была наиболее эффективна. Для проведения занятий, конечно, целесообразно использовать самые различные формы и методы работы. Здесь и беседы, и викторины, и диспуты, игры путешествия, час творчества, сообщения учащихся, всевозможные соревнования. Очень часто наши библиотекари используют на своих уроках мультипликацию. Ну, например, тема занятия видеоинформации. Возьмите мультфильм «Фиксики», сезон 2, серия 16, штрих-код, и у вас получится совершенно другой урок. Это та подача информации, которая знакома, понятна любому ребенку, но она еще и этим интересна, создает прекрасный эмоциональный фон. По возможности, конечно, необходимо более эффективно проводить значительную часть занятий в форме деловых игр. Вот как раз школа, которая работает с детьми с ОВЗ, для обучающихся, например, 1 класса, значит, проводит такую деловую игру, когда ученики самостоятельно выполняют задания в качестве иллюстраторов книги. Как вариант работы, например, дается рассказ «Крокодил», и они создают книгу. Материально-технические условия школьных информационных библиотечных центров позволяют больше использовать, вернее, более интересно, наверное, организовывать уроки, особенно практические занятия. Например, уроки с использованием сенсорного стола позволяют рисовать, решать логические задачи, находить нужную информацию, используя тренажеры. Проводятся здесь уроки по финансовой грамотности с интерактивной библиотекой ЛИС, киоск. Причем интерактивная библиотека уже опробована и вызывает большой интерес у всех школьников, начиная с началки до 7 класса. Но я скажу по секрету, что проводились такие же уроки, вот занятия с сенсорным столом и для библиотекарей, и для учителей, и тот же самый восторг от использования вот такого инструмента. Конечно, если есть возможность, то практические занятия рекомендуется проводить в помещении либо в компьютерном классе, либо, если в библиотеке есть возможность, когда у каждого обучаемого есть либо отдельный компьютер или планшет, значит, когда он может быть даже закреплен за обучающимся, и поскольку тогда на этом компьютере или на планшете ученик может создать свою папочку, где складывать и свои работы все за время курса, и какие-то учебные материалы, к которым он может вернуться. Если говорить, вот, конечно, за эти 2,5 года работы наших региональных инновационных площадок были созданы очень интересные дополнительные материалы, и такие очень интересные были приняты решения. Ну, вот та же Тимирязевская средняя общеобразовательная школа создала репозиторий информационных 5-минуток по учебным предметам. История такова. Вот Наталья Ивановна Бендина говорила о том, что это учебное пособие она предлагает библиотекарям, у которых нет возможности систематически в рамках неурочной деятельности или доп. Образования проводить вот такие уроки. Но школа как раз развернула этот ракурс. У библиотеки есть возможность проводить, значит, неурочной деятельности, если я помню, вот этот курс, но именно для закрепления, поскольку библиотека дает надпредметные компетенции, надпредметные навыки ученикам. Конечно, для того, чтобы это прошло закрепление еще на уроках и связь была с учебными предметами, администрация школы вместе с библиотекарем предложила всем учителям
проводить свои уроки, начиная вот с таких информационных 5 минуток, и чтобы была эта взаимосвязь именно по тем темам, которые проходят ученики сейчас. Был создан вот целый репозиторий, и на самом деле эффект был самый замечательный. Начали они эту работу только с сентября 2019 года, и когда в марте мы все отправились на весенний локдаун, все отправились в карантин, именно те классы, в которых эта работа началась, ведь посмотрите, еще год не закончился, они не испытывали тех трудностей в дистанционном обучении, которые испытывала вся остальная страна. Причем вот на этот момент я бы учителей администрации обратила особое внимание. Мы сейчас живем в том мире, когда дистант может вернуться в любой момент. И если мы успеем подготовить детей, дав им хотя бы очень такие первоначальные навыки, именно информационной культуры и обучения пройдет легче. Об этом, кстати, говорили все наши региональные площадки, все, которые начали преподавание этого курса. Школа номер 5 с углубленным изучением математики, школа очень продвинутая, статусная. Они сделали даже свою рабочую тетрадь, курс основы информационной культуры для 4 класса. Правда, здесь хочу сказать, что да, здесь курс проводится на основе ресурсов школьной библиотеки, но ведут его все-таки учителя информатики, хотя и в таком сотрудничестве с библиотекой. Школа номер 1 города Магнитогорска сделала это. Да, эта же школа номер 5 из Магнитогорска, они еще и создали репозитории проектов учеников, поскольку у них, я чуть позже скажу, у них этот курс заканчивается проектной деятельностью, то есть каждый ребенок, который обучается в рамках этого курса, он создает проект. Репозиторий учебных квестов был создан на базе школьного информационно-библиотечного центра школы номер 1 тоже города Магнитогорска. И эти учебные квесты, мало того, что они проходят в рамках всех учебных предметов, и создает их библиотекарь вместе с учителями, именно в рамках эти квесты еще и используются в библиотечных мероприятиях, на библиотечных уроках этой библиотеки. Значит, если, конечно, нам говорить, я уже начала говорить о результативности работы, то нужно понимать и необходимость включения оценочных процедур в нашу работу. Это новое понятие для нас, библиотекарей, и оно приживается у нас с большим трудом, поскольку это еще и новые знания, которые нам нужно с вами получать. Но здесь как раз нам может помочь то взаимодействие с учителем, поскольку именно это взаимодействие будет удачным и жизненно необходимым для курса. Например, в качестве промежуточной аттестации, будем выражаться педагогической терминологией, да, может курс завершиться, может, проектными работами. Это могут быть, как вы видите, как индивидуальные, так и групповые проекты. Да, Наталья Ивановна говорила, что есть контрольно-измерительные мероприятия, то есть есть средства диагностики в курсе, но когда курс немного адаптируется под условия школы, возникает некая необходимость провести свою диагностику, что и делают, например, Тимирязевская наша школа, сельская школа, напомню, библиотекарем создана своя диагностика на основе форм Google форм. Тем более, что использование этого инструмента дает возможность автоматически собирать полученную информацию от диагностики. Конечно, у нас этот опыт только-только начинает обобщаться, потому что, еще раз говорю, да, систематизированно мы начали работать только с января 2019 года. Но обобщение опыта, какими формами мы его пытаемся? Конечно, это прежде всего наш региональный конкурс «Лучший педагог-библиотекарь». И прошлый 2020 год показал, что у нас практически все региональные площадки вышли либо победители, либо призеры конкурса, потому что рост компетенций самих библиотекарей, конечно, при работе в таком режиме, инновационном режиме, он сказался, он показал свои результаты. Конечно, мы делимся таким опытом и на нашей региональной конференции «Миссия школьных информационных библиотечных центров в обеспечении современного качества образования». В этом году она у нас будет проводиться
третий раз. Проводится она в конце октября, мы ее приурочиваем еще и к Международному дню школьных библиотек. Но уже не только в прошлом году во время локдауна, то есть когда были ограничения, но и в 2019 году мы свою конференцию транслируем. Мы готовы, это вот, кстати, о нашем взаимодействии, о нашем сотрудничестве, мы готовы услышать ваш опыт. Мы всегда открыты в этом отношении мы всегда открыты для общения, для взаимодействия, потому что всегда считаем, что можно научиться чего-то новому. Но вот в этом году нам коллеги из дополнительного образования предложили, нам, я имею в виду библиотекарям, школьным библиотекарям, присоединиться к открытому фестивалю сферы профессионального роста. Прежде всего, те библиотекари, которые реализуют программы дополнительного образования школьников на основе ресурсов библиотек. У нас 9 работ из 16, по-моему, вошло в 2 репозитория, то есть они были признаны лучшими. Я здесь не зря только 3 работы, 3 школы написала, поскольку именно эти работы были посвящены формированию информационной культуры школьников. Да, эти работы вошли сразу в 2 региональных репозитория. Это репозиторий дополнительных образовательных программ и репозиторий мультимедийных цифровых коллекций для реализации основных дополнительных общеобразовательных программ и индивидуальных образовательных проектов. Ну и в заключение, коллеги, развитие общества зависит не только от компетенций на рынке труда, но и от социальной вовлеченности, деятельности, патриотизма, установки на общее благо. Формирование информационной культуры отвечает прежде всего запросу на формирование безопасной среды для школьников. Сделать это только контент-фильтрацией нельзя. Фильтры должны быть в головах. Поэтому работа в этом направлении сегодня наиболее, на наш взгляд, важна и востребована. И, коллеги, я прошу прощения, я свои контакты на слайде не оставила, я их сейчас отправлю в чат. И, в общем-то, еще раз повторяю, мы всегда открыты для вас. Елена Валерьевна, огромное спасибо за такой интересный опыт, который вы показали. А скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то мониторинг по итогам, сформировалась информационная культура? Как-то вы это прослеживаете? Есть какая-то динамика или нет? Коллеги, да, смотрите, каждая школа, которая проводит курс, у них есть инструменты, они говорят о динамике, они проводят каждый свой мониторинг, но для того, чтобы нам выработать что-то одно, требуется время. И я надеюсь, поскольку этот год у них завершающие работы в рамках региональных площадок, как раз к октябрю, когда они будут отчитываться о своей деятельности в этом году, мы надеемся, что мы сможем сделать этот общий мониторинг, те критерии вынести на обсуждение, которые помогли бы не только конкретно им, но и всем нам. Спасибо большое, Елена Валерьевна. Пользуясь случаем, сразу же хотим вас пригласить на наш форум, который будет называться «Образование, государство, общество», который как раз пройдет в октябре или в ноябре месяце. Как раз будет тематическая площадка, и мы вас приглашаем принять там участие. Спасибо вам огромное. Мы остаемся с вами на связи. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Мы передадим Елене Валерьевне, либо сейчас можете спросить, и она ответит на ваши вопросы. Если есть возможность, можете спросить сейчас. Если нет, да, пожалуйста, через организаторов, или я вам отправила почту нашего центра, можно, вдруг позже, возникнут какие-то вопросы, мы всегда готовы к сотрудничеству и ответить вам на эти вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо большое. До скорых встреч. Уважаемые коллеги, мы с вами продолжаем нашу работу, и сейчас мы с вами остановимся на рекомендациях Общественного совета при Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми по итогам рассмотрения вопроса об эффективности работы школьных библиотек как субъектов образования и воспитания. То есть данный
Данные рекомендации у нас уже появились, презентация рекомендаций, появились 23 марта 2021 года. Возможно, кто-то из вас уже их видел. Однако сегодня мы с вами должны просмотреть их, обсудить их. И, уважаемые коллеги, к вам есть большая просьба. Вот вы услышите рекомендации, хотелось бы до понедельника, чтобы вы внесли какие-то свои предложения. То есть вы можете написать здесь, а можете лично направить мне на электронный адрес, который указан в информационном письме. Значит, уважаемые коллеги, настоящие рекомендации Общественного совета разработаны на основе материалов 5-го Всероссийского форума «Школьные библиотеки нового поколения», который прошел 26-27 ноября 2020 года. Это приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 года номер 715 об утверждении и развитии школьных информационно-библиотечных центров. Это приказ Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми 2019 года 31 января номер 35П, который называется «Об утверждении концепции развития школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Республики Коми». Ну а также плана дорожной карты реализации концепции развития школьных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Республики Коми 2019-2021 годы. Ну, немножечко статистики. На сегодняшний день, значит, на начало учебного года, который у нас подходит к концу, значит, в Республике Коми функционирует 317 общеобразовательных организаций, на базе которых работает 292 школьные библиотеки, в том числе 2 муниципальных и 3 школьных информационно-библиотечных центра. Работает в наших библиотеках 308 сотрудников, из них, значит, 71 сотрудник, это 23%, работают в должности заведующих библиотеками, 62 человека, это 20%, работают в должности педагог-библиотекарь, 103 человека, это 33%, работают в должности библиотекаря. Высшее образование по специальности имеет 17 человек, это 5%, 60 человек, это 19%, имеют среднее профильное образование. Средний возраст сотрудников наших библиотек от 30 до 50 лет, 125 человек. Переподготовку прошли по специальности именно за время своей работы 124 человека. Надо сказать, что ежегодно проводится в Республике Коми конкурс на лучшую школьную библиотеку. Поэтапно обновляются книжные фонды, школьные библиотеки оснащаются оргтехникой, проводится работа по повышению квалификации работников библиотек, создана система социального партнерства с участием школьных библиотек. Но положительные изменения в деле развития школьных библиотек и детского подросткового чтения идут медленно. Процессы модернизации библиотечного обслуживания учащихся пока еще не носят масштабного характера и не выходят за рамки отдельных инновационных проектов. Современные вызовы времени в области образования, особенно ситуация, складывающаяся в последние годы, подтвердили необходимость пересмотра подхода к совершенствованию деятельности школьных библиотек как субъектов образования и воспитания школьников в образовательных организациях. Во всем мире роль школьных библиотек, их квалифицированных библиотечных специалистов в школе возрастает. Именно в этом направлении сейчас развивается мировая практика. Еще в 2010 году в материалах съезда школьных библиотекарей Северо-Западного федерального округа «Школьная библиотека. Центр притяжения» отмечалось, что школьные библиотеки являются неотъемлемой частью отечественной системы образования. Социальная роль российских школьных библиотек в обществе определяется следующими направлениями их деятельности.
Концентрация документальных источников образования на традиционных и электронных носителях, в том числе на сетевых, представление доступа к внутрибиблиотечным и удаленным ресурсам образования. Приобщением школьников к чтению как основному виду познавательной деятельности, средству духовно-нравственного воспитания и форме проведения досуга. Содействием в получении навыков самообразования школьников. Формированием информационной культуры личности, участием в адаптации школьников к условиям жизни в современном высокотехнологичном информационном обществе. Также на съезде было отмечено, что препятствием реализации этой важнейшей социальной роли школьных библиотек являются следующие проблемы. Петр Валерьевич. Несовершенство современной нормативно-правовой базы деятельности библиотек общеобразовательных учреждений, недооценка школьной библиотеки как обязательного компонента образовательного процесса и составной части школы как образовательной структуры, низкий уровень интеграции школьных библиотек в образовательное пространство школы, принижение их роли в осуществлении задач обучения и воспитания подрастающего поколения, невключенность школьных библиотек в федеральные и региональные образовательные проекты и программы, низкое качество книжных фондов школьных библиотек, несоответствие технического оснащения и уровня информатизации школьных библиотек по все возрастающим требованиям современного образования. Отсутствие координации деятельности школьных библиотек в рамках муниципальных образований, регионов и на федеральном уровне из-за отсутствия адекватной системы управления деятельностью школьных библиотек. Также это низкий уровень социального престижа, социальной и экономической защищенности школьного библиотекаря, отсутствие у него статуса педагогического работника школы. В федеральных законах об образовании и о библиотечном деле школьная библиотека, к сожалению, не упоминается. В результате законодательно не определены статус, права и обязанности школьной библиотеки. То есть школьные библиотеки оказались вне правового поля. На основании вышеизложенного Общественный совет отмечает, что решение этих проблем требует определения приоритетных направлений развития школьных библиотек как в части оперативных, так и в части среднесрочных и долгосрочных перспектив развития школьных библиотек Республики Коми. Огромный потенциал школьных библиотек Республики Коми очевиден, но он нуждается в государственной, законодательной и финансовой поддержке. Общественный совет отмечает, что тема повышения эффективности школьных библиотек требует организации широкой дискуссии среди профессионального сообщества библиотекарей, учителей, родителей, ученых, государственных деятелей с целью выработки аргументированных предложений по совершенствованию государственной политики в области библиотечного дела в образовательных учреждениях Республики Коми. Также Общественный совет рекомендует Министерству образования, науки и молодежной политики внести дополнительно в план своей деятельности на 2021 год проведение в рамках регионального форума образования, государства и общества тематической площадки по развитию деятельности школьных библиотек. Главной целью тематической площадки определить объединение усилий региональных органов власти, местного самоуправления, библиотечной, педагогической и родительской общественности, бизнес-сообщества, ученых, государственных деятелей для выравнивания развития школьных библиотек и обеспечения их деятельности как базовых структур процессов модернизации российского образования в условиях реализации национального проекта образования. Ну и рекомендовано нашему сообществу, да, республиканскому методическому объединению тоже обсудить данные рекомендации и от вас нам получить какие-либо предложения. Ну, уважаемые коллеги, я вот вкратце попыталась довести до вас информацию. Хотелось бы, чтобы вы
посмотрели еще за выходные данную, значит, презентацию, я хочу вам сказать, что все материалы сегодняшнего заседания, они будут сегодня же размещены на портале «Открытое образование Республики Коми». То есть вы заходите на портал, находите раздел «Республиканские методические объединения», находите раздел «Библиотека школьная», и находите там всю информацию. Ну, а до понедельника я жду ваших предложений. Спасибо, уважаемые коллеги. Ну, а сейчас я передаю слово. Можно я Да, прокомментируйте, Да, пожалуйста. немножко, несколько слов буквально. А что, если мы сейчас блиц-голосование устроим? Зададим вопрос нашим уважаемым коллегам. Как вы считаете, нужна ли такая площадка на форуме? Можно сейчас проголосовать прямо в чате. Кто считает, что нужна такая площадка, поставьте плюсик. Кто считает, что не нужна, поставьте минусик, пожалуйста. Ну, потом посмотрим. Просто блиц. То, что вы сейчас услышали, ваше мнение, мы бы уже смогли сориентироваться, да. И вот все проблемы, которые, вот видите, да, большинство, уже наиболее активные участники, мы хотя бы увидели ваше присутствие. Одного минуса нет, да, все-таки? Да, минусов пока что нет, но вот посмотрим, да, что вы скажете, уже хорошо. Спасибо за ответ на этот вопрос. Значит, мы будем думать об организации этой площадки. Естественно, что те вопросы, проблемы, которые были озвучены в решениях, они не все находятся в компетенции методического объединения. Мы, конечно, будем со своей стороны участвовать только в той части, которая касается нашей работы, да, с властью мы, наверное, не будем взаимодействовать, это уже пускай Министерство образования решает эти вопросы. Да, что еще? Ну все, наверное. То, что касается, еще хотела сказать, то, что касается проблем материально-технического обеспечения, проблем кадрового обеспечения, да, с чего-то нужно начать. Это проблемы очень серьезные, и их вот просто собравшись и поговорив, не решишь, естественно. Вот я предполагаю, что первым шагом к решению этих проблем может стать и наличие информации. Нам надо собрать информацию, а что у нас на самом деле происходит. Вот сейчас как раз Елена Владимировна скажет про мониторинг, и я очень призываю всех поактивничать вот в этом мониторинге. Не отказывайтесь, потому что мониторинг позволит нам составить некую картину и посчитать, а что, собственно, стоит нам оснастить библиотеки и кадровый потенциал, да, там, чтобы был такой, как нужен для реализации всего задуманного, всего, что мы хотим и к чему стремимся. Вот если вы ответите 100% на вопросы мониторинга, уже можно будет составить какую-то общую картину по Республике Коми и уже обращаться, наверное, куда-то в органы власти и в органы управления. Да. Пожалуйста, Елена Владимировна, скажите. Спасибо большое, уважаемые сотрудники школьных библиотек. Обращаемся к вам с большой просьбой по поводу мониторинга. Мониторинг будет запущен сегодня, он уже начал свою работу, вам было вчера разослано сообщение. До 17 числа необходимо 100% заполнение мониторингового теста. Он находится на площадке Google Form. Делается это, скажу так, недолго. Вопросы очень похожи на прошлый год. Добавлена информация о том, какие вы можете внести предложения. Внесите, пожалуйста, реальные предложения, реальные проблемы, о которых вы хотели бы сказать. На основе их, как уже сказала у нас Наждика Васильевна и Наталья Леонидовна, будет составляться именно ответ, да, и программа площадки по вашим предложениям. Напомню, мониторинг проходим до 17 июня. Это буквально 2 недели для прохождения. И отнеситесь, пожалуйста, к этому очень серьезно. Все вытекающие ваши предложения будут учтены при подготовке к мероприятиям. И вопрос, который мне сегодня надо осветить, я скажу в нескольких словах. Участие в конкурсах, которые проводятся республикой, как Министерством образования, так и нашими
нашим республиканским информационно-методическим центром в моем лице, очень важны как для школьных библиотек, так и для самих участников, это школьников. Почему? Скажу вам открыто и честно, все результаты конкурсов, их практическая деятельность очень важна для использования в своей работе. Все ссылки, все названия работ конкурсных вы можете найти на сайте нашего института в разделе «Региональный информационно-методический центр для библиотекарей» во вкладке «Проекты». Именно там находится вся практическая наша с вами работа нашего центра и работы библиотек. Результаты конкурсов «Лучшая школьная библиотека» у нас находятся на сайте. Все работы, которые вы можете использовать там. «Ожившая книга» в этом году и «Открой свою книгу» — два конкурса, которые мы проводили. Первый «Что читать?» — это реклама книги, а второй «Как мы читаем?» — это «Открой свою книгу», где флешмоб. Ну, большая благодарность всем, кто принимал участие. Очень радует, что в этом году вас стало гораздо больше. Если в прошлом году, я понимаю, что это была пандемия и было всего до 20 работ где-то, то в этом году побили все рекорды. 70 с лишним работ, около 70 работ принимали участие в конкурсах. Большое спасибо всем участникам. Хочу отметить, что порадоваться за тех, кто это делает. Почему? Потому что очень часто встречаются одни и те же люди, которые принимают участие как в этих конкурсах, так и в республиканском конкурсе «Лучшая школьная библиотека», а также вы можете их встретить на библиохакатоне. Сразу скажу, что библиохакатон в этом году планируется также осенью, и это мероприятие тоже планируется провести по большей части больше практического материала, особенно для тех, кто у нас молодой специалист. Мы привлекать будем людей с опытом работы, чтобы показать, что можно делать в библиотеке. Поверьте, вы делаете гораздо больше. Давайте покажем это друг другу, покажем всем, поделимся своим опытом работы. Я думаю, что всем будет очень приятно это увидеть и услышать воочию. Будем надеяться, что снимут все запреты, и мы сможем с вами встретиться офлайн, то есть друг с другом уже здесь, в городе, и сможем помочь друг другу в организации деятельности именно библиотекаря в школе. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, что все материалы, которые принимают участие в конкурсах, все методические рекомендации, которые мы используем, находятся на сайте нашего КРИРО в разделе «Проекты» и вкладка «Республиканский информационно-методический центр для библиотекарей». Наверное, все, что я хочу показать, пока нам помогают найти его, да, проекты вот чуть ниже. Я прям там во вкладке ищу. Наверное, 5-й снизу. Школьные библиотеки. Да, вот это наша страничка. Посмотрите, слева у нас представлены все возможные вкладки, где можно найти всю информацию. И еще один важный момент, который я хотела бы отметить. Большую благодарность в этом году хочется объявить тем, кто у нас принимал участие в обучающих семинарах. Мы попробовали в этом году интересную форму проведения вебинаров, обучающие, то есть там, где вы получите полезную, важную информацию. Читательская компетенция — один вебинар, проектная деятельность — это другой вебинар, и в проектной деятельности теория и практика представлены были очень хорошие работы. Все это можно найти у нас на сайте Республики Коми, поучиться, посмотреть и узнать много интересного. Также такая практика у нас в этом году ввелась, и мы хотим продолжить ее. Очень интересная практика консультирования именно людей-практиков. Ольга Александровна Манзаде в этом году дала несколько консультаций по созданию в сельской школе школьного информационно-библиотечного центра. И очень надеюсь, что у нас некоторые школы перешли и создали у себя центры. Нина Ивановна Мамонова, это Гурдента, дала
рекомендации о проведении введении проектной деятельности школьной библиотеки. Игорь Финштейн, Анастасия Николаевна, практик в проектной деятельности, помогала нескольким участникам, нескольким библиотекарям именно в практической деятельности, то есть поработать над проектом в школьной библиотеке. Большое вам спасибо за участие, за помощь. И в следующем году, я думаю, вас, как практиков, как консультантов, станет гораздо больше. Мы сделаем целую сеть и будем помогать друг другу. Вот на этом точно скажу большое спасибо всем, кто нас слушает, и всем, кто участвует именно в конкурсной деятельности, которая так важна для вас и для нас. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, мы завершаем работу нашего республиканского методического объединения. Благодарим всех наших партнеров, это Наталью Ивановну, Елену Валерьевну. Вас всех мы поздравляем с завершением учебного года. Желаем, чтобы вы хорошо отдохнули в летний период. Ну и до встречи в новом учебном году. До новых встреч, до свидания. До свидания, до новых встреч.